Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Alive. И сегодня мы с вами в лесу погадаем на замечательную тему, как разрешится загаданная проблема. У нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, перед вами 4 карты. Первая, вторая, третья, четвертая позиции. Внимательно на них посмотрите, поставьте на паузу, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и выберите свою позицию с загаданной проблемой. То есть как разрешится проблема, которую вы здесь загадали. Можно загадать 4 проблемы разные или там 2 проблемы на разные позиции. Но на одну проблему лучше загадывать всего одну позицию. Итак, мы начинаем с вами с самой первой позиции. Те, кто еще не выбрал, еще раз повторю, ставьте на паузу, выбирайте и только потом переходите на свой тайм-код. Либо распишите на бумажке, какие проблемы вы загадали. А мы начинаем с самой первой карты, самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, как разрешится загаданная проблема номер 1? Здесь у нас вышла карта девятка мечей. Девятка мечей показывает о низком потенциале этой проблемы и о том, что вы не чувствуете в себе сил ее решать. Она буквально говорит о том, что вы сомневаетесь, не верите в себя и сомневаетесь, сможет ли решиться эта проблема. Может быть, вы даже не верите в ее разрешение и обладаете некими комплексами по поводу этой проблемы, страхами. Может быть, проблема мучает вас постоянно по ночам, но это и есть точка кипения. Вы знаете, девятка мечей, она всегда падает тогда, когда человека проблема должна, как будто бы вымучить. И пока, мол, ты ее не отмучаешь, ты ее не решишь, потому что ты не прилагаешь достаточно усилий и веры в себя для того, чтобы решить ее. Поэтому она должна тебя, доконать, получается, да? Давайте немножечко дополним. Дополнили. Девяткой кубков. Вы как будто бы закрылись в своей какой-то зоне комфорта, в своем мире от этой самой проблемы. И, соответственно, когда вы закрылись от этой проблемы, когда вы сидите и не решаете ее, она и пытается вас додавливать, понимаете? Так, мы здесь видим также короля мечей, а король мечей показывает, что вам нужно попросить помощи у мужчины для решения этой проблемы или, может быть, какого-то совета от мужчины или консультации специалиста мужского пола, а также строгой профессии специалиста. Это может быть даже женщина, но строгой профессии. Эта строгая профессия может быть врач, эта строгая профессия может быть судья, юрист, военный человек, даже какие-то государственные служащие. Но сам факт, понимаете, что какой-то строгий человек, скорее всего, мужчина, или просто специалист может помочь вам решить эту проблему. И она действительно разрешится в скором времени. Но вам нужно приложить усилия, и вам нужно дисциплинировать себя для того, чтобы эта проблема действительно куда-то пошла. Это зависит только от вас. Такая вот у нас первая позиция. А мы перейдем к позиции номер 2. Как разрешится загаданная проблема? Давайте смотреть. Так, я здесь вижу карту шут. Что такое шут? Шут – это что-то новое, это обнуление. Вот вы знаете, эта проблема может разрешиться в первую очередь таким способом, чтобы вы ее бросили и пошли в другую сторону. Начали другую жизнь, начали что-то новое совершенно. То есть, допустим, вы можете не решать эту проблему, а просто от нее отступить, отстать от нее, как говорится, не зависеть от нее, проявить полную независимость, и тогда проблема рассосется сама. Вы знаете, когда мы к чему-то не привязаны совершенно, в итоге это больше нас не тяготит, и оно решается. Пока мы привязываемся, пока мы мучаемся, пока мы долбим эту тему, энергетически ее пережимаем, она не решается. Вот. Также, что хочу сказать по этой карте, это то, что это новации.
То есть вы буквально, вас посетит какая-то невероятная идея, которая поможет решить эту проблему, но это должна быть креативная идея, новая идея, какая-то, ну, не знаю, неординарная мысль, да. То есть каким-то стандартным способом эта проблема не решается. Тут что-то новое, яркое, это путешествие, это отправиться в дорогу, это отправиться в путь, да, это перейти на новую работу или начать что-то новое, яркое с нуля, или начать свой бизнес, или, может быть, новое знакомство, да, то есть новое знакомство может решить эту проблему. Карта шут, она и есть шут, она говорит о том, что нужно решать проблему с точки зрения ребенка, по-детски, наивно, ну, как будто бы поверить в волшебство, что эта проблема вообще может решиться. Давайте добавим карты. Мы здесь видим 4 кубков. 4 кубков показывает, что проблема могла решиться у вас уже давно, очень давно, но вы не видели протянутую руку с небес. То есть высшие силы, они давно хотели решить вашу проблему. Они давно хотели сделать так, чтобы эта проблема у вас рассосалась. И предлагали вам различные способы, но вы как будто бы их не видели. Может быть, вы были в отчаянии, может быть, еще что-то, но вы их не видели. Так, добавим еще карту. Королева Пентаклей. Какая-то женщина, скорее всего, поможет вам натолкнуться на новую идею, мысль или освободиться от зависимости от этой проблемы. Более того, Королева Пентаклей – это решение финансовых вопросов. Может быть, вам придут какие-то деньги или вы больше будете зарабатывать, и проблема начнет решаться. То есть эта карта богатая, да, она всегда приносит доход, прибыль, неожиданные деньги и плюс жизненную стабильность, хорошую денежную поддержку. И, может быть, это тоже решит вашу проблему. Вот такая у нас вторая позиция. А мы перейдем к третьей позиции, как решится ваша проблема в скором времени. Итак, третья позиция – 7 Пентаклей. А вы знаете, вы уже посадили семена решения этой проблемы. И вам просто нужно дождаться, когда эти семена прорастут и дадут свои плоды. И мне кажется, что это будет уже в скором времени. Вот очень скоро. 7 Пентаклей, она совершенно точно показывает, что вы дождетесь, именно дорастите решение этой проблемы. Вы ее додавите, да? Вы ее додолбите, можно так сказать. И, конечно, эта карта, она вот такая вот светлая, она интересная тем, что человек трудился, тем, что человек старался. Терпение и труд все перетрут. Ваш труд, именно ваши старания и доведут эту проблему до логического завершения. Так, дальше мы видим здесь короля Пентаклей. Король Пентаклей, он показывает, что какой-то мужчина, возможно, денежный, или просто большие деньги тоже помогут решить проблему. Или это ваш начальник, или это ваш муж, влиятельное лицо. То есть какой-то мужчина повлияет положительно на решение этой проблемы. Это уже очень большой плюс. И вообще, вы знаете, король Пентаклей, может быть, вас повысят по службе, может быть, вам дадут новое, там, хорошее руководящее место. Может быть, вы выйдете замуж, потому что для женщины такое тоже может быть решение проблемы. А мужчина добавит вам денег. Или от какого-то мужчины будут исходить финансы, и проблема будет решаться гораздо быстрее. Так, следующая карта – туз Пентаклей. Вы знаете, эта проблема разрешается очень счастливым способом. Вам буквально повезло. Бог, высшие силы и этот мужчина, они на вашей стороне. И вам действительно идет помощь с небес. И помощь плюс денежная. Очень большие деньги для решения этой проблемы. И с помощью этой проблемы, возможно, решение проблемы, да, возможно, вы разбогатеете. И также возможно, что вы будете невероятно счастливы, когда разрешится эта проблема. Это принесет вам удачу, разрешение и, вот знаете, как облегчение такое невероятное. И потом вам будет вести после того, как эта проблема решится. Может быть, вы с помощью нее настрадались. Такая позиция номер 3. А мы идем дальше. 4 позиция. Я извиняюсь, тут рядом недалеко стадион. И небольшое такое, что крик как будто слышно, да. Итак, 4 позиция, как разрешится ваша проблема, которую вы здесь загадали. 10 кубков. Прекрасная карта. Она показывает, что ваша проблема разрешится скоро и 100%. И после дождя всходит на небе радуга. Это решается, возможно, с помощью семьи, коллектива. Или идет просто гармоничное разрешение с помощью добрых людей. Вот вы знаете, это карта доброты и счастья.
и невероятного облегчения после грома, молний, дождя, который льется на вас с неба. И когда ты отдыхаешь, и когда ты чувствуешь себя успокоившимся, а значит, что ваша проблема уже очень скоро решится. И решится она прям-таки вот как по маслу. Ну вот бывает такое, что это не трудное разрешение проблемы. Для этого не надо там работать, пахать или еще что-то. А вот она начнет разрешаться высшими силами. И, ну, как будто бы с помощью каких-то людей, да. Следующая карта — жрица. Она говорит о том, что вы будете, возможно, или уже манифестируете, или будете манифестировать решение этой проблемы, но никогда не придумывайте способ самостоятельно. Старайтесь, вот, допустим, высшие силы хотят разрешить вашу проблему, доверьтесь им, перепоручите Богу решение вашей проблемы, и вы увидите разницу. Ну, то есть не нужно зависеть, не нужно привязываться к проблеме, а просто манифестируйте, что она уже решилась. Представляйте это в своей голове. Между прочим, жрица — это какая-то тайна, раскроется какая-то тайна, и вы поймете, что проблема решается. Есть какой-то скрытый фактор, о котором вы совершенно не знаете, чей-то секрет, скрытая информация, она скоро выльется наружу. Вы это узнаете, проблема будет решаться. Следующая карта — королева жезлов. Возможно, какая-то женщина положительно повлияет на решение этой проблемы и поможет вам ее решить. Между прочим, королева жезлов — это женщина самостоятельная, яркая, инициативная, с лидерскими качествами. А может быть, это вы. И карта показывает, что... Да, это вообще все три карты показывают, что проблема скоро решится, быстрее, чем вы думаете, да? И сама по себе вот эта карта, она говорит о том, что как будто бы сами высшие силы, провидение помогут решить, и, может быть, магическим способом, потому что королева жезлов, она всегда показывает колдунью, да, у нее есть черный кот, но у нее есть и подсолнухи, это открытые денежные каналы, она может помочь вам открыть возможности, открыть либо денежные каналы, либо канал возможностей для решения этой проблемы. Ну, вот такая у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Всем пока и до новых встреч.